Далее для освещения событий первой половины дня ко мне присоединятся мои коллеги, которые расскажут о событиях в экономике, спорте и чрезвычайных происшествиях. А пока о курсах валют. Итак, согласно информации Центробанка, доллар сегодня остановился на отметке 61 рубль 71 копейка, евро стоит 68 рублей 40 копеек. Все позиции обмена в Якутске сегодня снова за Восточным банком. Он покупает доллар за 61 рубль 75 копеек, а продает за 62,20. Евро также банк Восточный покупает за 68 рублей 45 копеек, а продает за 68 рублей и 95 копеек. Ну а мы двигаемся далее. Владимир Путин потребовал повысить эффективность работы по национальным проектам. В Кремле накануне профильные вице-премьеры отчитались о первых успехах в реализации национальных проектов и выразили уверенность, что целевые показатели будут достигнуты. Среди положительных результатов в социальной сфере Владимир Путин упомянул систему профилактических медицинских осмотров, которые в текущем году прошло около 60 миллионов человек. По всей стране запущена система профилактических медицинских осмотров. Причем впервые они включают обязательные обследования на онкологические заболевания. В текущем году около 60 миллионов человек прошли эти профосмотры. В продолжение темы о медицине, Нерюнгринский район получил 1 миллиард 700 миллионов рублей на модернизацию системы здравоохранения. На эти средства в больницах проведут капитальный ремонт и установят высокотехнологичное медицинское оборудование. Так продолжает ремонт детская поликлиника в Нерюнгре. В 2020 году запланирован ремонт в Чульманской и Серебряноборской городских больницах, а также строительство врачебной амбулатории в селе Иенгра. Кроме того, в следующем году будет выполнен ремонт женской консультации, кожно-венерологического диспансера и блока Б больничного комплекса. В 2021 году запланирован ремонт взрослой поликлиники, а с 2022 по 2023 годы пройдет ремонт инфекционного отделения, роддома, станции скорой помощи, психо- и наркологического диспансеров. Систему военных госпиталей до 2025 года создаст Министерство обороны России. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Шойгу на заседании Общественного совета при Министерстве обороны. Из 155 объектов осталось возвести 22 госпиталя. Некоторые из них будут построены в регионах, где только военные врачи могут оказывать квалифицированную медицинскую помощь. Сергей Шойгу добавил, что военные госпитали будут ориентированы прежде всего на военнослужащих, членов их семей, а также военных пенсионеров. Некурительные никотиновые смеси, в том числе в виде леденцов и жвачек, планируют запретить законодательно. Работа над документом начнется уже в январе. Совет Федерации выступил со спецобращением к Кабмину, в котором сенаторы попросили запретить продажу никотиновых конфет в России, не дожидаясь принятия отдельных поправок. При этом спикер Палаты регионов Валентина Матвиенко предложила опубликовать список компаний, производителей новой отравы. Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил решение правительства ввести такой запрет. Отметим, что употребление некурительных никотиновых смесей приводит к тому, что у 11-13-летних юношей и девушек парализуется дыхание. Они попадают на улицу и не могут подняться без посторонней помощи, становятся все чаще пациентами неотложек. Естественный прирост населения фиксируется в 18 регионах России. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, темпов снижения смертности не хватило для того, чтобы сдержать естественную убыль населения из-за снижения рождаемости, что в свою очередь связано с сокращением числа женщин в возрасте от 20 до 29 лет на 4,5 миллионов человек в период с 2010 по 2020 годы. Для того, чтобы исправить сложившуюся ситуацию, реализуются меры по поддержке семей, которые решили родить ребенка. На 1 декабря достигнуты результаты по ежемесячным выплатам, в среднем компенсирующие до 50% дохода семьи, которые выпали из-за ухода женщины в декрет. Власти впустую потратили 80 миллиардов рублей на поддержку малого бизнеса. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты России. Подробности узнаем в обзоре экономических новостей у моего коллеги Ивана Лазаренко. Иван, а на чем именно основаны такие смелые выводы? Василий, приветствую. Но дело в том, что изначально, когда выделялись такие сумасшедшие деньги на поддержку малого бизнеса, планировалось, что количество предприятий в этой отрасли должно существенно вырасти. Однако цифры показывают другое. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства за эти 5 лет колебалось в пределах всего 3-5% как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.
Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. В рамках программы по поддержке малого и среднего бизнеса власти России с 2014 по 2018 год потратили 80 миллиардов рублей. Однако средства выделяли зря, поскольку ситуация в этой сфере почти не изменилась. К такому выводу в своем докладе пришла Счетная палата. Речь идет о том, что за 5 лет количество субъектов малого и среднего предпринимательства держалось на уровне 5,5-6 миллионов, а количество работников 18,9-19,3 миллиона человек. Главной проблемой стали слишком сложные условия для получения льготного займа. Например, некоторые из региональных гарантийных организаций, которые выступали в качестве поручителей при получении кредита, решили зарабатывать на предпринимателях. Они брали за гарантии комиссию и сами устанавливали порядок ее выплаты. В совокупности бизнесменам было выгоднее воспользоваться обычным кредитом. Но в ближайшие 5 лет государство намерено в 3 раза увеличить поддержку малого бизнеса, потратив 244 миллиарда рублей. Изменится ли политика помощи, пока неизвестно. В России сохраняется дефицит кадров в медицине. В 2019 году работать пришли больше 9 тысяч медиков, в том числе 5 тысяч врачей. Но столько же из системы ушло по возрасту, личным мотивам и другим причинам, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она назвала ситуацию тревожной. По ее словам, частично решить проблему можно за счет привлечения сотрудников из частных клиник. У нас значительное количество врачей в частной медицине. Это более 86 тысяч человек, которых мы сможем привлечь на работу в первую очередь с наиболее уязвимым населением, пожилыми людьми. Такой проект стартует в 2020 году, сказала вице-премьер. Она напомнила о существовании программы целевого обучения, когда учебу студента оплачивает его будущий работодатель, а затем студент будет должен отработать эту сумму. По словам Голиковой, регионы не очень активно этим пользуются. Максимальное пособие по уходу за ребенком повысится с 1 января 2020 года до 27 984 рублей 66 копеек за месяц. Об этом сообщает Министерство труда. Помимо этого возрастут пособия по беременности и родам и по временной нетрудоспособности. Так, в следующем году максимальная сумма пособия по беременности и родам и пособия по временной нетрудоспособности составит 69 961 рубль в среднем за месяц. Это на 4,5 тысячи больше, чем в уходящем году. Инвестиционный совет Республики Крым одобрил проект строительства в Ялте и горной зоны с общим объемом инвестиций 3 миллиарда рублей. В рамках проекта зону построят в поселке Коцевели на площади около 15 гектаров к 2024 году. Благодаря ему создадут 250 рабочих мест. Министерство экономического развития Крыма уточнили, что проект предполагается реализовать за 4 года и 3 месяца, а срок его окупаемости составит 8 лет и 3 месяца. Благодаря реализации инвестпроекта в бюджеты всех уровней в течение 5 лет, начиная с даты старта проекта, поступит 402,5 миллиона рублей. На участие в проекте строительства автомобильного моста через реку Лену в Якутии пока подана только одна заявка, но при этом интерес к нему проявляет целый ряд российских и зарубежных инвесторов и банков. Об этом сообщил председатель правительства региона Владимир Солодов. Он пояснил, что заявку на участие в тендере подала 8-я концессионная компания, которая создала для участия в проекте консорциум с Ростехом. Согласно документации, компания готова вложить в проект 28 миллиардов 900 миллионов рублей. В паспорте объекта на строительство моста через Лену сообщалось, что капитальные расходы рассчитываются в размере 77 миллиардов 900 миллионов рублей. Прочие расходы около 5,5 миллиардов. Открытие моста, как предполагается, приведет к росту грузоперевозок в регионе в 3 раза, до 6 миллионов тонн в год. Работодатели в России в соответствии с Трудовым кодексом должны выплатить сотрудникам зарплату за январь в том же размере, что и другие месяцы, несмотря на длинные новогодние каникулы, напомнили в Роструде. Тем, кто получает оклад, закон гарантирует сохранение зарплаты, несмотря на нерабочие дни, рассказали в пресс-службе ведомства. Для работников со сдельной оплатой предусмотрено дополнительное вознаграждение за праздничные дни. Размер и порядок выплаты такого вознаграждения определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым договором и локальными актами, которые принимаются с учетом мнения профсоюза. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на нашем канале. Василий, ну а я передаю слово тебе. Свежая информация из мира экономики обязательно появится в следующих выпусках.
Да, спасибо за информацию, Ивана. Я напомню, что с экономической ситуацией в стране нас познакомил мой коллега Иван Лазаренко. Ну, а мы двигаемся далее. Спасатели Якутии подводят итоги проделанной работы в 2019 году сегодня. Также на мероприятии организовали небольшую выставку для якутян. Сейчас с нами на прямой связи Сергей Михедов. Сергей, здравствуй. Где проходит выставка и что на ней представили? Вася, приветствую. Мы сейчас находимся в Доме дружбы народов. Здесь республиканская МЧС подводит итоги года, говорят о проделанной работе, о преодоленных трудностях и о планах работы на будущий год. И также здесь представлена достаточно уникальная выставка. Здесь можно увидеть какие-то различные средства, которые используют спасатели в своей работе. Также присутствуют различные раритетные вещи. И сейчас мы поговорим о медалях. Владимир, расскажите, пожалуйста, какие награды вот у вас здесь в коллекции представлены? Ну, вообще, для начала, это все мы называем вид коллекционирования брандистика. От названия бранд, да, бранд-майор раньше. Ну, хотелось бы остановиться можно на этом, да, довольно интересные знаки отличия пожарной охраны. Вот среди этих знаков вы можете увидеть как представителей спасателей, да, также ГПН и пожарный надзор. И один вот знак, хотел бы особо показать его, да, это знак добровольной пожарной охраны НКВД РСФСР, еще РСФСР 25-23 годы. Найдена у нас в Якутии, вот, выкопали в доме разрушенном, сгоревшем. Это редкость для нашей республики. Также здесь у нас представлены настольные медали времен, в основном времена СССР, к 60, 70, 80-летию пожарной охраны России и СССР. Очень много представлено заграничные медали, ГДР, ФРГ, Америка тоже у нас здесь есть, допустим. Также вымпелы и так далее. Это все собирается с помощью некоторых людей, которые помогают, тоже иногда присылают ребята, отправляют. Ну, плюс Москва, Питер, по России езжу везде. Где что найду, где что интересное, помогают люди. Ну, в общем, люди в основном много тоже помогают, присылают, отправляют. А как долго вы занимаетесь вообще Сбором именно пожарной тематики, да, брандистики, я занимаюсь, в принципе, ну, лет 6, где-то так всего. До этого занимался другим видом коллекционирования. Ну, я его не отпускаю все равно. С детства был Плюшкин, собирал все подряд, поэтому вот. И так пришло с годами. Но это мой пенсионный фонд, можно сказать, и будущее моих детей. Но, надеюсь, это не остановится. Надеюсь, дети продолжат. Выставку-то делаем уже вторую в это. Поэтому вот на то и надеемся, что молодежь придет, посмотрит, заинтересуется, и что они дальше будут продлевать. Я согласен помочь, даже что-то из своих экземпляров кому-то могу подарить, для того, чтобы человек начал заниматься этим, чтобы развивать это дело. У нас очень мало таких людей, которые собирают именно пожарную тематику. Владимир, спасибо. Помимо раритетных вещей представлены настоящие новинки, уникальные вещи, скажем так, будущее современной службы спасения. И здесь же находятся представители IT-парка. Представлена вещь такая полезная для защиты от мороза. Григорий, пожалуйста, подробнее расскажите, что вы представляете. Здравствуйте, я являюсь сотрудником технопарка и рад представить перед вашими глазами Крем Freezing Project. В этом году наш резидент стал резидентом технопарка Сколково. Для нас это большая гордость, то есть данная разработка принята на федеральном уровне. Данный крем создан из натуральных материалов, а именно фризон из насекомых. Вот. Наносится на лицевые незащищенные участки кожи и защищает от обморожения. Сейчас, как мы видим за окном, минус 50 градусов, идет жесткое покраснение, и службе МЧС сложно работать и тушить пожары. Мы хотим внедрить данную разработку для облегчения их тяжелой работы. Григорий, расскажите, есть ли в продаже сейчас этот крем, доступен ли он простым жителям нашей Якутии и где его можно приобрести? Да, данный крем
продается на втором этаже ТРК Туремада, на втором этаже в магазине Онни и в охотничьих магазинах. Также подписывайтесь на Instagram Cryoprotect, и там можно заказать индивидуально. Ну что ж, вот такая вот интересная выставка. Она, в принципе, уже буквально через несколько минут завершит свою работу. Но само мероприятие продолжается. Подробности итогов работы МЧС Якутии мы расскажем вам чуть позже. Вася, тебе слово. Да, Сергей, спасибо за информацию. Выставка действительно интересная. Ну а далее мы переходим к мировым новостям. Два мощных подземных толчка сотрясли во вторник столицу Колумбии Боготу. Праздновавшие рождественский сочельник семьи были напуганы, когда здания и мебель внутри домов начали раскачиваться. Все подробности у Анастасии Дмитриевой. Сразу два землетрясения произошли во вторник в центральной части Колумбии с разницей в 16 минут, сообщает Геологическая служба США. Магнитуда первого толчка составила 5,8, второго – 6. В столице страны Боготе сработали сирены. Посетители одного из ресторанов рассказывают, что во время празднования Рождества фонари и елочные украшения вдруг начали сильно раскачиваться. Да, толчок был очень сильный. Я почувствовала это дважды. И когда мы вернулись домой, был еще один сильный авторшок. Эпицентры располагались довольно близко друг к другу, примерно в 150 километрах к югу от Боготы. Землетрясение магнитудой 6 считается довольно мощным и способно нанести серьезный ущерб. Однако район, где произошли толчки, не густонаселен. На Индию в среду опустился аномальный холод. Столбики термометров в северных штатах опустились до 2 градусов Цельсия. Не якутский мороз, конечно, но жители говорят, что к таким температурам были не готовы. Мощная холодная волна накрыла Северную Индию в среду. Температура в городе Амритсар, где находится главная святыня сикхов – Золотой храм, ночью опустилась до 2 градусов Цельсия. Люди кутаются в шерстяные пледы, греют руки у костров и пьют чай. В Канпуре, самом густонаселенном городе штата Утар-Прадеш, ситуация не намного лучше. Теплыми одеялами там накрыты даже статуи индуистских богов и богинь. Служители храма подносят им сухофрукты и молоко. Мы считаем богов живыми и относимся к ним как к самим себе. Мы верим, что даже боги могут мерзнуть, и просим их остановить холод, поскольку нормальная жизнь нарушена, и бедные люди сталкиваются с серьезными проблемами. Хотя зимы в Южной Азии мягче, чем в Европе, они все же могут оказаться смертельно опасными для бездомных. В Индии тысячи людей живут в неотапливаемых лачугах. На Оркнейских островах в Северном море проходит проверку одна из первых в мире умных энергосетей. Эта технология с использованием искусственного интеллекта позволяет распределять энергопотребление от ветряков. О технологии будущего Татьяна Гамозова. Оркнейские острова расположены в 16 километрах севернее Шотландии. Это одно из самых ветреных мест в Британии, и местные жители довольно давно начали использовать силу стихии. Сейчас они производят при помощи ветряков даже больше электричества, чем могут потребить. Местные власти настроены сделать систему более эффективной. Проект SMILE – Smart Island Energy System, который начал внедрять здесь Евросоюз, позволит оркнейцам перераспределять энергию при помощи нейросети и умных приборов, розеток, зарядных устройств, домашних аккумуляторов. Некоторые обитатели острова Иви, где расположена 900-ваттная турбина, уже присоединились к проекту. Теперь они могут запасать электричество, а излишки продавать. Чувствую себя настоящим зеленым, прямо борец за экологию. Мы полностью отказались от отопления мазутом. Обе наши машины электрические, заряжаются от розетки. Мы производим больше энергии, чем нам необходимо. И жалко видеть, что турбина отключается, потому что она не нужна в этот момент. С этим новым проектом мы запасаем электричество, когда не расходуем его. Как отмечают авторы проекта SMILE, хотя все больше оркнейцев переходят на интернет вещей, энергосети здесь остаются разрозненными. После SMILE-интеграции искусственный интеллект будет управлять обогревателями и зарядными устройствами в домах, офисах и административных зданиях по всему архипелагу.
Еще один участник проекта, Джонатан Портфилд, живет на острове Рэндалл. Он считает, что за такой системой будущее. Сотни или вроде того приборов, все подключены к турбине, чтобы получить излишек энергии. Это значит, что мы помогаем сократить выбросы СО2. Но, несмотря на все эти усилия, множество жителей Оркнейских островов все еще не могут позволить себе платить за электричество и отапливают дома мазутом. Любители катания на водных лыжах одеваются в костюмы Санта-Клаусов и его помощников и устраивают водное представление в канун Рождества в прибрежной части города Александрия на реке Потомак в штате Вирджиния. Такое шоу проходит в городе ежегодно на протяжении уже более 30 лет, а началось все с простой шутки, которую когда-то придумала компания молодых людей. Цитата. «Однажды мы подумали, что было бы весело нарядить кого-нибудь Санта и прокатиться по реке Потомак 24 декабря. Ведь именно в этот день Санта-Клаус выезжает на своих оленях», рассказывает Крис Крингл, который надевает костюм Санта-Клауса уже 34 года. Мужчина считает большой удачей, что тогда во время жеребьевки на роль Санты короткая соломинка досталась именно ему. При этом Санта-Клаусы не просто катаются в канун Рождества по реке, а выполняют роль отважных супергероев. В частности, в этот раз их задачей стало спасение принцессы от Гринча. Разъезжающий по реке Санта и его помощники выполняют прыжки и сальто. При этом местные жители ежегодно с удовольствием приходят посмотреть на такое необычное рождественское представление. По словам члена лодочного клуба Адама Бермана, цитата, «спустя годы счет желающих посмотреть на Санта-Клауса на водных лыжах идет на тысячи». Теперь мы повеселимся, катаясь на водных лыжах, а после будем дарить игрушки тем, кто приехал сюда со всего мира. Приятно видеть здесь только детей и их семьи. Пусть с сегодняшнего дня рождественская радость светлого праздника не оставляет вас. Возвращаемся к новостям в нашей стране и переходим к теме чрезвычайных происшествий. По меньшей мере 16 человек пострадали в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае. Об этом Раптли сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. По данным ведомства, 5 пострадавших госпитализированы. У них диагностированы переломы и ушибы легкой степени. Остальным была оказана необходимая медицинская помощь амбулаторно. Вертолет Ми-8 авиакомпании «Кросс-Авиа» совершал перелет из Байкита на нефтяное месторождение. На борту воздушного судна находились 24 человека, в том числе 3 члена экипажа. По предварительным данным, при взлете вертолет попал в снежный вихрь, после чего совершил жесткое приземление. В результате происшествия никто не погиб. По факту аварийной посадки Западно-Симирское следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовное дело. По данным оперативного штаба Центра медицины катастроф, на 18 часов по местному времени за медицинской помощью обратились 16 человек. Всех осмотрели и проконсультировали оперативно. 5 человек, в том числе пилот судна, госпитализированы. 2 с переломами конечностей, 3 с ушибами легкой тяжести. Остальные пострадавшие после осмотра были отпущены домой. У всех пациентов диагностируют травмы легкой и средней тяжести, жизнеугрожающих состояний людей нет. В вертолете было 24 человека, в том числе 3 членов экипажа. В преддверии новогодних праздников продолжаются кражи из магазинов. Полицейские Якутска задержали женщину, которая в качестве новогоднего подарка решила обзавестись дорогими духами. Правда, оплатить на кассе их забыла. Подробности расскажет мой коллега Александр Хавренко. Александр, во сколько оценивается ущерб, нанесенный магазину? Женщина решила не размениваться по мелочам и выбрала себе подарок стоимостью 15 тысяч рублей. В эфире рубрика «Чрезвычайные происшествия», в студии Александр Хавренко. Здравствуйте. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража» в отношении жительницы Якутска. Женщину подозревают в краже духов стоимостью 15 тысяч рублей. В дежурную часть отдела полиции с сообщением о краже обратился администратор магазина, расположенного по 50 лет октября. Со слов заявителя, из торгового зала пропали женские духи стоимостью 15 тысяч рублей. Полиции установлена злоумышленница. Женщина взяла с витрины товар и тихонько покинула магазин. Со слов подозреваемой, похищенным она рассчитывала воспользоваться сама. Духи изъяты. Следственным отделом по Якутску проводится процессуальная проверка по факту безвестного исчезновения малолетнего ребенка 2007 года рождения. Сообщение о пропаже ребенка поступило в следственный орган 24 декабря, в котором указано, что 21 декабря малолетний после уроков покинул образовательное учреждение и до настоящего времени о его местонахождении неизвестно. В
ходе поисков ребенок обнаружен следователем в ночь с 24 на 25 декабря в районе торгового центра по улице Федора Попова в городе Якутске. После чего доставлен в следственный отдел. В ходе получения объяснений ребенок пожаловался на боли в ногах, в связи с чем следователем была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая госпитализировала малолетнее в ожоговое отделение медицинского учреждения. Предварительно у него диагностировано обморожение ног. В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Собранные Следственным комитетом доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 33-летнему жителю Сантарского района, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего. 7 апреля 2019 года в ночное время обвиняемый вместе со своими двумя знакомыми распивал спиртные напитки в квартире одного из них. В ходе распития между обвиняемым и гостем из-за незначительного повода произошла ссора. После чего для выяснения отношений они вышли во двор, где злоумышленник нанес множественные удары руками и ногами по различным частям тела потерпевшего. После чего злоумышленник и хозяин квартиры завели потерпевшего в дом, где обвиняемый продолжил избиение. На этот раз при помощи металлического черенка и деревянной скамьи. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Обвиняемый был задержан и по ходатайству следственных органов по решению суда заключен под домашний арест. С учетом собранных органом следствия доказательств, приговором суда обвиняемый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В Якутии прошла оперативно-профилактическая операция «Фиктивная регистрация». В ходе операции сотрудниками полиции проверены объекты жилого сектора, квартиры, частные дома, общежития, гостиницы, социальные учреждения и другие места компактного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства. Всего выявлено 17 административных правонарушений в сфере миграции. В отношении 2 иностранных граждан принято решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации. В отдел полиции по Хангаласскому району обратился пожилой мужчина, который обронил свой кошелек с последними деньгами в размере 15 тысяч рублей и банковскими картами. Вскоре после этого в отдел полиции был доставлен молодой человек, который нарушил правила дорожного движения. В полиции выяснилось, что именно он на территории АЗС обнаружил черный кошелек с деньгами и, посчитав, что находка хозяина не ждет, распорядился деньгами по своему усмотрению. И вместо того, чтобы сообщить о находке в полицию, похитил чужие деньги. Теперь против него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мощный пожар, начавшийся в лесу возле чилийского города Вальдер-Асио, из-за жары и сильного ветра быстро добрался до города и уничтожил около 50 жилых построек в одном из бедных районов. Подробности рассказывает Артем Сторонов. Мощный пожар, произошедший во вторник в прибрежном городе Вальпараисо в центральной части Чили, уничтожил около 50 жилых домов в одном из бедных районов. Сотрудники экстренных служб долгое время не могли справиться с огнем. Как рассказали очевидцы, местные жители, которых стихия застигла врасплох прямо в разгар празднования Рождества, в панике покидали свои дома, оставляя позади вещи и даже домашних питомцев. О погибших или пострадавших сообщений нет. По словам пожарных, возгорание началось в лесистой местности, но из-за жаркой летней погоды и сильного ветра огонь быстро добрался до города. Вальпараисо, известный своими яркими деревянными домиками, одно из самых популярных у туристов мест в Чили. На этом наш выпуск подошел к концу. О чрезвычайных происшествиях в мире, в стране и республике мы расскажем в следующих выпусках новостей. Василий, на этом у меня все. Да, Александр, спасибо. Я напомню, что о чрезвычайных происшествиях рассказал мой коллега Александр Хавренко. Ну а мы двигаемся далее. Чтобы Новый год был успешным и счастливым, его нужно встречать с изобилием. Блюда на праздничном столе должны быть не только вкусными и красивыми, но и быстрыми в приготовлении. Если оливье под силу приготовить каждой хозяйке, то вот праздничный торт удается отнюдь немногим. Секретами настоящего бисквита с нами поделилась кондитер Алина Бухалова. В семье Алины Бухаловой на новогоднем столе непременно будет праздничный торт. Каждый год он разный. Наполеон, Прага, Королевский – неважно. Главное, чтобы был вкусным. Сегодня в меню бисквит с малиново-йогуртовым кремом. Смешиваем яйца, сахар и муку. К ее выбору относимся особенно тщательно. Это только на первый взгляд она белая и пушистая. На самом деле видов, типов и сортов муки довольно много. И далеко не все они подходят для приготовления вкусной домашней выпечки. Какую муку лучше брать? Ну, желательно, конечно, высшего сорта. Хотя бисквиты иногда готовят и на
зерновой муке, на любой муке можно приготовить. Главное правильно взбить яйца и положить правильное количество ингредиентов. Для того, чтобы бисквит у нас получился пышный, мы муку должны просеять. Для чего мы ее просеем? Для того, чтобы пока она падает в кастрюльку, она наполнялась кислородом. Наливаем тесто в форму и ставим в духовку. Время и температура выпечки тоже важны. Передержишь и все на смарку. Поэтому внимательно следим за процессом. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Сколько себя помню, в нашем доме всегда пахло выпечкой, говорит Алина. По субботам папа колдовал на кухне, стряпал пироги, булочки, торты. Когда они с сестрой подросли, стали перенимать его секреты. Когда я испеку тортик, сделаю все, поставлю на стол. Наш папа съедал полторта, ровно полторта. Полторта съедали мы с сестрой и мамой, а полторта съедал наш папа. После этого я спрашивала: папа, как? Самый главный же оценщик, он же знает как. Яйца плохо взбила. И вот это резюме было на протяжении нескольких лет. На данный момент я научилась взбивать яйца хорошо любым способом. Пока остывает бисквит, займемся кремом. У нас йогуртовый с малиновым вкусом. Сливки берем пожирнее, не менее 33%. Смешиваем с йогуртом, и главный секрет – скорость взбивания. Ее нужно добавлять постепенно, иначе крем можно перебить, и тогда получится масло. Бисквит остыл, пропитался. Крем готов, самое время собирать торт. Слой за слоем обильно смазываем коржи кремом. Итак, мы приготовили вот такой вот торт, и теперь пришло самое время его украсить. И здесь в ход идет все, что найдется на кухне. Кондитерский шприц или мешочек. Если же в вашем арсенале нет таких кондитерских гаджетов, то на крайний случай сгодится и обычный полиэтиленовый пакетик. Отрезаем краешек. И вуаля! Начинаем рисовать все, что подскажет нам наша фантазия. Немного мастики, сахарных шариков, кремовых завитушек и праздничный торт для поздравления любимого канала с Новым годом готов! С Новым годом! Телеканал «Алмазный край». В дни зимних каникул Русский драматический театр имени Пушкина готовит для детей и взрослых сказку о бесстрашной девочке Элли из Канзаса. Премьера сказки «Волшебник изумрудного города» состоится уже завтра, 27 декабря. Наш корреспондент Полина Долинская сейчас на связи с нами. Она сейчас на генеральном прогоне. Полина, здравствуй, расскажи, что готовят для нас артисты Русского театра. Здравствуй, Василий. В новогодние каникулы артисты Русского драматического театра имени Пушкина готовят для всех гостей и жителей города Якутска сказку Александра Волкова «Волшебник изумрудного города». Это история о непростых приключениях бесстрашной девочки Элли из Канзаса и ее верного друга Татошки. Только что закончился генеральный прогон первой группы, и следом работники сцены сейчас настраивают ее на следующий прогон. Совсем скоро здесь появится вторая группа. Но перед этим, перед началом прогона, нам все-таки удалось пообщаться с режиссером-постановщиком сказки Людмилой Манониной-Петрович. И вот что она нам рассказала. Ну, мне бы хотелось, чтобы эта история, она оказалась интересна и детям, и взрослым. Это спектакль для семейного просмотра. И я надеюсь, что благодаря этому спектаклю многие взрослые могут вернуться в свое детство. Потому что эта история, волшебная страна – это страна детства. И у нас есть шанс попасть в нее, как минимум попав на этот спектакль. Я не хочу открывать все секреты спектакля, но волшебная страна – это страна воображения. Когда ребенок берет коробок и говорит, что это машинка, он верит, что это машинка. Или когда берет палочку и говорит, что это принцесса, он верит, что это принцесса. И вот такое яркое, такое живое воображение, которое, мне кажется, оно делает нашу жизнь ярче. И вот то волшебство, которое происходит благодаря этому, мне бы очень хотелось, чтобы в жизни наших зрителей это случилось.
Сказка «Волшебник изумрудного города» – это сказка для семейного просмотра. Открыть для себя что-то новое смогут не только дети, но и взрослые. Исполнительница роли главной героини Эли Елена Сулак рассказала нам, как эта роль изменила ее. У нас получилась нетипичная детская сказка. И в работе над этим спектаклем я собрала материал свой какой-то внутренний, который, наверное, помогает укорениться, уплотнить свою внутреннюю силу, помогает не сдаваться ни в каких ситуациях и идти к своей цели. Премьера состоится уже завтра, 27 декабря, и все жители и гости нашей столицы смогут увидеть ее до 11 января. На этом у меня все. Василий, передаю тебе слово. Да, Полина, спасибо за информацию. Ну а мы двигаемся далее. И в продолжении новогодней темы метеостанция Деда Мороза открылась на курорте Аргыс в Карачаево-Черкесии. Она будет работать круглый год. На метеостанции подготовлены интерактивные образовательные программы для детей. Им будут рассказывать об основах климатологии, смене времен года, механизмах образования погодных явлений и изменений температур. Курорт Аргыс начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В зимнем сезоне 2018-2019 в тестовом режиме начали работать объекты на северном склоне курорта. Новые трассы и 3 секции канатной дороги «Северное сияние», которые поднимают туристов на высоту 2500 метров. Не получилось. Видно, кто-то не кричит. Вся страна в преддверии Нового года спешит в магазины, чтобы успеть закупить все необходимое к праздничному столу и, конечно же, подарки. На удивление, даже для самих жителей исключением стал Алдан. В местных магазинах все проходит как обычно, без очередей и сезонного ажиотажа. С чем это связано, выяснял наш корреспондент Руслан Павлов. За неделю до Нового года алданская розничная торговля не может похвастать столпотворением потребителей в магазинах. По разным причинам люди не особо спешат выкладывать свои кровные в угоду устоявшимся правилам дарить на Новый год дорогие и ценные подарки. Это общая проблема для всей России. Интернет-магазины, понижение общего уровня достатка у людей, настроение еще не новогоднее, не радостное у людей. Да. Я в этом году никому не буду дарить подарки. Это принцип? Нет, потому что ипотека. Впрочем, Новый год всегда был и остается самым дорогим праздником в году. Поэтому, как ни крути, люди идут за подарками, а дневная выручка магазинов растет. Главное, никого не забыть, коллег по работе, родственников и особенно дорогих и любимых. Жене уже телефон подарил, дочери планшет приобрел, там еще куча подарков для родственников, ну еще плюс стол новогодний. То есть подарки электронные пошли? Ну, как бы да. Ребенку 10 лет, как бы там конфетами не отделаешься. Не сильно искушенные идут по более дешевому и простому пути, ограничиваясь самыми банальными, но всегда приятными вещами. Ну, обязательно символ года, обязательно. Ну и конфет, наверное. Конфеты, все. Ой, да все берут. Начиная от украшений и заканчивая гелями для душа или для души. Дилемма, что подарить, а потом где купить, приводит к тому, что приобретение подарков затягивается до крайних дат. Потом покупается, что под руку попадет. Как обычно, народ все на последнее оставляет, на последние буквально деньки. Поэтому мы готовимся, уже сформировали сами наборчики. Вот, потому что обычно уже прибегают все с шальными глазами. Что взять, где что, подскажите. Я говорю, ради бога, все вам готово, берите только в пакетик и дальше. Как бы там ни было, Новый год самый долгожданный и прекрасный праздник. Мы ждем от него сказку, верим в Деда Мороза, который принесет под елку желаемые подарки, а с последним боем курантов исполнятся все наши желания, и жизнь пойдет другим чередом. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В Южной Якутии появились свои Чисхан и Чолбон, символизирующие воплощение властелина холода и его спутницы. Теперь нерюнгринских ребят ждут подарки и поздравления не только от Деда Мороза и Снегурочки, но и от сказочных персонажей Якутии. С нами на прямой связи наш нерюнгринский корреспондент Екатерина Павлова. Екатерина, здравствуй, расскажи о новых персонажах.
Здравствуй, Василий. Согласно якутской легенде, мороз на землю насылает бык зимы Чисхан, могучий, бесстрашный, неразлучный со студеным северным ветром. Полюбил Чисхан красавицу Чолбон. Ушла земля у них из-под ног. Взялись они за руки и умчались высоко-высоко в бескрайнее небо. Затихла земля от их любви, замерла в ожидании великого чуда, наступления новой жизни и Нового года. От их искр любви зажигались в каждом доме огни, но недолго длилась их любовь. С наступлением тепла и когда появилось солнышко, отпал один рог Чисхана, затем второй, а потом и полностью распался Чисхан. Но только Чолбон, услышав студеный ветер, пролетавший мимо нее, который прошептал: «Любимая, до встречи в новом году». Следующей зимой. И теперь Чолбон сверкает на небе яркой звездой в ожидании и надежде своего любимого. Якутские Чисхан и Чолбон появились и в Нерюнгринском районе, и уже сегодня во всех школах поздравляют нерюнгринских детей. Сейчас мы находимся на празднике как раз и хотим поговорить с нашим Чисханом. Чолбон, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как в этом году вы встретились со своим Чисханом? Ну, мы открывали как раз зимнюю ярмарку в Нерюнгри, и поэтому думаю, что вот как раз с ярмарки и начинается у нас зима в нашей Нерюнгри. И мы уже одеваемся в костюмы и уже идем по городу по-нашему поздравлять наших детей. Скажите, пожалуйста, с какой программой вы сегодня поздравляете детей? Что традиционно какие-то конкурсы устраиваете? Ну, мы традиционно всегда берем наши якутские настольные игры. Берем игры, которые обычно играют наши дети в Якутии. И поэтому прыгаем через нарты, играем в хабелык, играем в комочки снежные. И поэтому стараемся такие игры подбирать, чтобы детям было интересно, конечно. Спасибо большое. А скажите, пожалуйста, как были изготовлены ваши костюмы? Ну, как раз костюмы уже, наверное, с 16-го года как раз мы шили сначала Чисхану, потому что это уже он тогда работал, как раз тоже елки делал для детей, и поэтому появился сначала Чисхан, и потом уже моя миссия, скажем, половинки, и поэтому я поддержала его вот такой вот костюмом Чолбона. Ну и что вы хотите пожелать всем жителям в наступлении Нового года? Конечно же, в наступлении Нового года хочется пожелать всем радости, счастья, любви, благополучия, здоровья крепкого, как наш якутский алмаз. И чтобы всех нас ожидал в Новом году, конечно же, очень много чудес и счастья. Спасибо большое, Василий. Да, Екатерина, спасибо. Ну, а мы переходим к новостям спорта. Владимир Путин сыграл в предновогоднем матче по хоккею на Красной площади в Москве. Результатом товарищеского матча в ночной хоккейной лиге стала победа команды президента России. Турнир завершился со счетом 8-5. Российский лидер традиционно вышел на лед под 11-м номером. В команде президента выступили глава Минобороны Сергей Шойгу и известные лица отечественного хоккея, в том числе Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров и Алексей Касатонов. В состав команды соперников вошли губернаторы Андрей Воробьев и Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Роман Роттенберг, также музыкант Игорь Бутман и другие игроки лиги. Российский боец смешанного стиля, действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в ходе пресс-конференции во вторник в Алматы заявил, что решение ВАДА относительно рекомендаций по отстранению российских спортсменов от соревнований на 4 года – упущение чиновников. Цитата: «Некоторые хотят, чтобы спортсмены отказались от Олимпийских игр и считают, что это абсурд», — отметил спортсмен. Нурмагомедов также напомнил, что спортсмены требуются с 4-5 лет, чтобы к 25-30 годам стать олимпийскими чемпионами, а вмешательство ВАДА влияет на их жизнь. Боец считает, что спортсмены должны ехать на Олимпиаду и завоевывать медали. Цитата: «Если кто-то хочет поднять флаг, выиграй сперва золото, встань на пьедестал и подними свой флаг». Некоторые хотят, чтобы спортсмены отказались от Олимпийских игр. Я считаю, что это абсурд. Человек
с 5 лет, да, 6 лет, некоторые бывают такие, которые с 4 лет, они занимаются олимпийскими видами спорта, чтобы 25, 26, 30 лет дойти до этого уровня и стать олимпийским чемпионом. И здесь какое-то вмешательство ВАДА и там на политическом уровне, то, что у них произошло, оно все влияет на всю жизнь спортсмена. Так что я считаю, что спортсмены должны ехать на Олимпиаду и завоевывать медали. На что только не пойдут люди в поиске острых ощущений. Забраться на самую высокую точку, спрыгнуть со снаряжением с моста и опуститься на небывалую глубину. В Мирном экстремалы могут прыгнуть с парашюта. Сколько это стоит, какая физическая подготовка нужна и чему еще помимо практики обучают в парашютном клубе «Феникс», расскажет Анна Брянская. Пошел. 221, 222, 223, 224. Раскрытие. Купол целый, стропы целый, перехлестов нет. Так, разблокировать запаску. Так, хорошо, разблокировать запаску. Снимаю чехлы стропы, одновременно осматриваюсь на наличие схождения с парашютистами. Также осматриваемся. Здесь схождение. Здесь? Да, у меня. Со мной схождение. Раз. Уходи вправо! Здесь говорят, дадим потрогать небо руками, в прямом смысле слова. В парашютном клубе «Феникс» занятия идут 3 раза в неделю. Самое первое, чему нужно научиться любому, кто решил покорить высоту, научиться правильно складывать сам парашют. Налистать купол, зачековать стропы в специальные соты. Даже перед первым прыжком новички укладывают свой парашют сами. Поэтому относятся с большой ответственностью. А инструкторы между тем шутят: как сложишь, так и полетишь. Здесь ждут практически каждого. Школьнику, правда, потребуется разрешение от родителей и справка от врача. Взрослым, помимо справки, придется принести еще и страховку. Лена в свои 7 уже летала на параплане, а вот первый прыжок с парашютом сможет сделать только в 14 лет. Здесь есть кольцо, его надо со всей силы дергать, и тогда парашют раскроется. Средняя цена в России на обучение и первый прыжок с парашютом обходится любителям экстримов 20 тысяч рублей. В Мирнинском клубе «Феникс» сумма гораздо меньше. Такого, наверное, вообще нет нигде, не в России. И думаю, даже за рубежом, что у нас прыжки вообще-то у нас бесплатные. И сам прыжок, и обучение у нас бесплатно. У нас единственное, что вот раз в год мы собираем типа целевых взносов 1000 рублей в год. Неотъемлемая часть работы клуба – военно-патриотическое воспитание молодежи. Участникам «Феникса» рассказывают не только техническую сторону прыжков. Мы читали лекции по истории тех видов войск, которые связаны с парашютными прыжками. Это морская пехота, это ВДВ и это силы специального назначения. Но, кстати, даже для себя я с удивлением узнал, что, к примеру, дядя Лермонтова был морским пехотинцем. В этом году «Феникс» стал единственным парашютным клубом в Якутии, который выиграл грант Президентского фонда России. Финансами помогают и районные власти, но в основном клуб держится на энтузиастах, которые, как говорят сами, буквально влюблены в небо. Анна Брянская, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край». А сейчас среднесуточная погода в крупных городах Якутии. Итак, в Алдане минус 25 градусов, ветер дует со скоростью 2 метра в секунду, давление сегодня составило 714 миллиметров ртутного столба. На термометрах Ленска сегодня минус 28, облачно, ветер дует со скоростью 1 метр в секунду. В Мирном минус 30 по Цельсию, давление 730 миллиметров ртутного столба, ветер дует со скоростью 2 метра в секунду. Минус 32 в столице Южной Якутии, ветер 1 метр в секунду и облачно. И в столице региона, городе Якутске, сегодня минус 47. Облачно, безветренно, давление составило 759 миллиметров ртутного столба. Ну а на этом у нас пока вся информация. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.